Среди выдающихся людей, ставших гордостью мусульманской уммы, особое место занимают асхабы, сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они внесли неоценимую лепту в дело распространения ислама, явились примером самоотверженности, бескорыстной любви к посланнику Аллаха и самопожертвования во имя этой великой миссии, став образцом богобоязненности и праведной жизни для последующих поколений. Асхабы. Он был впереди всех нас, и к чему бы мы ни стремились, везде мы находили его. Али ибн Абу Талиб, сподвижник пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Человек, о котором мы собираемся поведать вам, был наиболее близким к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, асхабам, и по своей богобоязненности уступает лишь пророкам и посланникам Творца. Он еще при жизни был одарен вестью о том, что попадет в рай. Это человек, к которому Господь обратился со словами: «Я доволен им, а доволен ли он мною?» Он сопровождал посланника Аллаха во время его переселения из Мекки в Медину. Именно под его умелым руководством была повергнута на колени империя сасанидов, и именно благодаря ему исламское государство достигло недосягаемых вершин могущества. Унаследовав сокровенное знание от пророка Мухаммада, он стал первым в золотой цепочке накшбандийского тариката. Имея возможность жить среди груд золота и серебра, он не оставил своим детям сколько-нибудь ценного наследства. И этим, воистину великим человеком, предводителем всего исламского мира того периода, являлся Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Солнце не восходило и не заходило над более достойным человеком, за исключением пророков, чем Абу Бакр, Мухаммад, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Фильм 1. Абу Бакр Сиддик, отец целомудрия. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, родился в 573 году, спустя 2 года и 6 месяцев после рождения печати пророков Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в семье Османа, более известного как Абу Кухафа, и Сальмы, дочери Сахра. Родители назвали его Абдуль-Кааба, что означает «раб Каабы», но после появления ислама пророк Мухаммад дал ему другое имя – Абдулла. У арабов еще с древности существовал обычай давать достойным людям прозвища, которые характеризуют этих людей. Что касается Абу Бакра, то у него их было несколько. Первое – Атик, что означает «свободный» от адских мук, он получил после того, как ему было объявлено, что он войдет в рай. Прозвание Сиддик, переводимое как «подтверждающий правоту», «правдивый», ему дали благодаря своей искренней и глубокой убежденности в правоте и правдивости пророка. Абу Бакром же его назвал сам пророк за его прекрасный лик, и означало это прозвище «отец целомудрия». Жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и дочь Абу Бакра, Аиша, описывала его следующим образом: он был белокож, худ лицом и телом, сутул. У него были глубоко посаженные глаза, выпуклый лоб и редкая борода на щеках, а на пальцах не было волос. От мрака к свету. Абу Бакр, будучи практически одного возраста с пророком, с детства водил с ним дружбу, во всем поддерживал и помогал ему в трудных ситуациях. Видевший от пророка только благое, он без доли сомнения последовал за ним, когда к тому
начали ниспосылаться божественные откровения и начался призыв к исламу, тем самым став первым в истории мужчиной из уммы пророка Мухаммада, принявшим ислам. Впоследствии пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вспоминал: «Все, кому бы я ни обращался с просьбой принять ислам, поначалу выражали сомнения, но Абу Бакр принял ислам тотчас, как только я ему это предложил». Вера Абу Бакра была так крепка, что ничто не могло свернуть его с этого пути. Он увидел в исламе то, что было предметом его долгих духовных исканий. И когда наутро после своего ночного путешествия в мечеть Аль-Акса пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал всему народу об этом чудесном событии, некоторые из принявших ранее ислам после сказанного отказались от своей веры, но Абу Бакр без доли сомнения подтвердил сказанное пророком и добавил: «Я ведь нисколько не сомневаюсь в том, что он и днем, и ночью получает послание свыше». Жаждущий милости Господа. До принятия ислама Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был одним из богатейших людей Мекки. Согласно некоторым источникам, ко времени принятия ислама его состояние равнялось 40 тысяч дирхамов. В последующем все эти средства были полностью израсходованы им на пути Аллаха. Однажды пророк сидел, беседуя со своими сподвижниками. Возле него, в одной длинной рубашке из грубой ткани, концы которой были закреплены колючками, сидел Абу Бакр. В этот момент спустился ангел Джабраил и, обратившись к пророку с приветствием от Господа, спросил: «Что это за грубая и дешевая одежда, скрепленная колючками, на Абу Бакре?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «О Джабраил, этот человек до открытия Мекки для ислама потратил все имущество свое на пути Господа». Джабраил сказал: «Передай этому человеку приветствие от Господа и скажи ему: Всевышний спрашивает тебя о том, доволен ли ты Господом, оказавшись в столь бедственном положении, или нет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так и поступил, на что Абу Бакр, заплакав, ответил: «Как я могу обижаться на Господа? Конечно же, я доволен им, я доволен им». Дарующий свободу. В начале призыва к исламу мусульмане подвергались гонениям со стороны многобожников. Особенно сильно доставалось рабам, принявшим ислам. В этот момент на помощь к ним приходил Абу Бакр, который выкупал и освобождал их. В числе таких рабов были Билял, Амир ибн Фухейра, Зунейра, Убейс и другие. Однажды отец Абу Бакра даже обратился к нему: «Почему ты выкупаешь их, имея в виду немощных рабов? Выкупи здоровых и сильных мужчин, чтобы они были тебе в дальнейшем поддержкой». На что Абу Бакр ответил: «Я делаю это ради Аллаха». После чего были ниспосланы аяты суры Ал-Лайль: «Отдален от него будет самый богобоязненный, который раздает свое имущество, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к своему Всевышнему Господу, и он непременно будет удовлетворен». Пример самообладания. В самообладании и сдержанности после пророков, мир им, Абу Бакру не было равных. Эти черты характера проявлялись во всех его поступках. В 8-м году хиджры в Таифе, близ Мекки, состоялась битва между мусульманами и многобожниками, в ходе которой был ранен сын Абу Бакра Абдулла, который через 40 дней скончался. Абу Бакр был сильно опечален смертью сына. Однако, когда к нему пришел с признанием сам убийца, принявший теперь ислам, Абу Бакр сказал ему:
Хвала Всевышнему Господу, который Твоими руками сделал моего сына обитателем рая, ибо он погиб, сражаясь за слово Аллаха. И хвала Господу, который смертью моего сына спас тебя от ада, так как если не ты его, то он убил бы тебя, и ты бы погиб неверным, а сейчас ты принял истинную веру по милости Господа. Призывающий к истине. Приняв ислам сам, Абу Бакр стал прилагать все усилия, призывая к нему и других. Вскоре его старания были вознаграждены сполна. Благодаря Абу Бакру ислам приняли такие великие асхабы, как Усман ибн Аффан, Зубайр ибн Аль-Аввам, Тальха ибн Убайдуллах, Абдур-Рахман ибн Ауф, Саад ибн Абу Вакас, Абу Убайда ибн Аль-Джаррах. Все они впоследствии вошли в число 10 сподвижников пророка, обрадованных еще при жизни вестью о даровании им рая. Когда число мусульман достигло 38, Абу Бакр пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, что необходимо открыто призывать к исламу. На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что нас еще мало. Но Абу Бакр не переставал упрашивать пророка, пока тот не согласился. После чего Абу Бакр собрал асхабов и отправился к Каабе, где первым в истории ислама публично произнес свидетельство веры, после чего многобожники яростно набросились на него и стали избивать, пока тот не потерял сознание. И лишь вмешательство соплеменников спасло Абу Бакра от возможной гибели. Отвага и доблесть. Абу Бакр был человеком мягким, но вместе с тем и очень мужественным. Если он видел что-либо, противоречащее повелениям Аллаха, он ни секунды немедля брался исправлять это, и никакая сила не могла остановить его. Спустя годы после смерти Абу Бакра Али ибн Абу Талиб поднялся на минбар и обратился к асхабам: «Кто, по-вашему, самый отважный человек?» На что последовал ответ: «Ты». Тогда Али сказал: «Я никогда не проигрывал в поединках, но самый отважный – Абу Бакр. Во время битвы при Бадре мы установили шатер для пророка и спросили, кто будет добровольцем, охраняющим пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И никто не поднялся, кроме Абу Бакра. И я видел, как он ходил со своим мечом вокруг шатра, охраняя его». Двое, третьим из которых является Аллах. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, постоянно находился рядом с посланником Аллаха, в радости и в горе, и вместе с ним переживал все тяготы и испытания. Когда пророк решил совершить переселение в Медину, он выбрал себе в спутники именно Абу Бакра. Узнав об этом, из его глаз потекли слезы. Впоследствии Аиша говорила: «Клянусь Аллахом, я никогда раньше не видела мужчину, плачущего от радости так, как плакал Абу Бакр тогда». Узнав, что пророк и Абу Бакр покинули Мекку, многобожники стали преследовать их и объявили за их головы вознаграждение в 100 верблюдов. 3 дня пророк и Абу Бакр прятались в пещере Савр. Охотившиеся за ними мекканцы подобрались к ним совсем близко. В этот момент Абу Бакра охватила сильная тревога и печаль. Пророк почувствовал это и спросил: «Почему ты так встревожен?» На что тот ответил: «Клянусь Аллахом, я боюсь не за себя. Я очень боюсь, что с тобой может что-то случиться». Тогда пророк сказал Абу Бакру: «Не бойся, поистине Всевышний с нами. Если нас 2, то Всевышний 3».
Во время переселения Абу Бакр провел с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 11 дней. 11 дней пророк полностью посвятил общению лишь с Абу Бакром. Милосердие. Абу Бакр был мудрым человеком, разум и самообладание которого ярко проявлялись в его поведении на протяжении всей его праведной жизни. Несмотря на прекрасное знание Корана и Сунны, глубокое понимание целей и установлений шариата, и имея возможность самому, без чьей-либо помощи выносить фетвы, он часто обращался за советом к другим сподвижникам. И почти всегда Абу Бакр склонялся к проявлению милосердия. Так произошло и после газовата Бадр, в ходе которого в плен к мусульманам попали мекканские многобожники. Одни советовали пророку расправиться с ними, другие – сжечь их. А Абу Бакр посоветовал отпустить их за выкуп, что впоследствии пророк и сделал. Хотя после этого Всевышний Аллах запретил своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, впредь так поступать. Кончина лучшего из творений Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В 632 году в доме своей любимой жены Аиши, дочери Абу Бакра, завершив свою пророческую миссию, посланник Аллаха перешел в мир иной. Сразу после его смерти в народе начались тревога и волнение. Сподвижник пророка Умар ибн Хаттаб, обращаясь к людям, воскликнул: «Невозможно, чтобы посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, умер». Абу Бакр же сказал: «Кто из вас поклоняется Мухаммаду, тот пусть знает, что Мухаммад скончался. Кто же поклоняется Всевышнему Аллаху, знайте, Всевышний вечен, его не постигает смерть». После этого он зачитал аят: «Не является Мухаммад, кроме как пророком, и поистине были и до него пророки, и если умрет он или будет убит, то вы оставите свою веру. Кто сделает это, тот никоим образом не навредит Всевышнему. Поистине Аллах вознаградит благодарных». Только после этого мусульмане осознали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скончался. Первый праведный халиф. Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, не было определено, кто будет руководить общиной после него. Однако, когда пророк был не в состоянии исполнять обязанности имама во время молитвы, он просил Абу Бакра быть имамом. Этот и многие другие факты указывали на то, что именно Абу Бакр должен стать руководителем мусульман после пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Понимая это, проницательные сподвижники пророка 13 числа месяца Рабиуль-Авваль 11 года хиджры в понедельник халифом выбрали Абу Бакра. После избрания он украсил начало своего правления великим воззванием к умме пророка, которое стало впоследствии предметом гордости мусульманской общины. «О люди, я стал вашим правителем, хотя я не самый лучший из вас. Если я буду поступать хорошо, то помогите мне, а если я буду поступать плохо, то поправляйте меня. Повинуйтесь мне, пока я повинуюсь Аллаху и Его посланнику. Если я ослушаюсь Аллаха и Его посланника, то вы вправе не подчиняться мне». Великие свершения.
Абу-Бакр принял управление молодым исламским государством в очень трудное время. Могущественные внешние враги, Византия и Персия, стояли у границ. В Йемене, Неджде и Ямаме появились лжепророки, а вероотступничество приняло массовый характер. Все враждебное окружение было уверено, что со смертью Мухаммада исламское государство падет, и сама религия прекратит свое существование. Однако Абу-Бакр проявил чудеса героизма, решительности и стойкости. Он не приемлил ни малейшего компромисса в вопросах, касающихся ислама. И когда до Медины, столицы халифата того времени, дошла весть о вероотступничестве некоторых групп мусульман, халиф Абу-Бакр написал всем вероотступникам общее послание и разослал его во все концы Аравии с гонцами, за которыми следовали войска. Они должны были прочесть послание Абу-Бакра людям, чтобы дать им возможность вернуться к истине, обдумать сложившееся положение и выполнить свой долг перед Аллахом и не доводить до столкновения. В результате произошло несколько столкновений мусульман с вероотступниками и лжепророками. После одного из этих сражений, где погибло много сподвижников пророка, знавших Коран наизусть, Абу-Бакр подозвал Зайда ибн Сабита, знатока священного Корана, и поручил ему собирать и записывать благородный Коран, который в то время еще не был собран в нынешнем его виде. Менее чем через год своего правления Абу-Бакру удалось полностью остановить распространение смуты и вернуть вероотступников в ислам. После чего настало время распространения идей шариата и за пределами Аравии. Было решено действовать по двум направлениям: восточное, где халифату противостоял Иран, и северное, где владычествовала могущественная империя того времени – Византия. Окончание земного пути. В ходе подготовки к одному из очередных сражений Абу-Бакр после купания в холодный день заболел горячкой. 15 дней он пролежал в постели, не выходя на намаз в мечеть. Все люди приходили навещать своего халифа. На протяжении всей болезни за ним ухаживал его друг и товарищ, будущий третий праведный халиф Усман ибн Аффан. Когда силы стали покидать Абу-Бакра, он спросил у своей дочери Аиши: «Какой сегодня день?» Ему ответили: «Понедельник». Затем Абу-Бакр спросил: «В какой день умер пророк?» Ему сказали: «В понедельник». «Надеюсь, я умру сегодня», — молвил Абу-Бакр. И его желание сбылось. 22 числа месяца Джумадул-Ахир 13-го года по хиджре, между вечерним и ночным намазами, первый праведный халиф Абу-Бакр перешел в мир иной. Его последними словами были: «О Аллах, дай мне умереть мусульманином и причисли меня к праведным». Согласно завещанию, его тело омыла жена Асма. Заупокойную молитву за него прочитал Умар ибн аль-Хаттаб. После чего его похоронили рядом с тем, кого он любил больше всех на земле. И его голова упокоилась рядом с плечом посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Медина не плакала так со времен смерти пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Являясь правителем огромного по тем временам государства, в качестве наследства он оставил одну верблюдицу, слугу и сосуд для верблюжьего молока. Незадолго до своей кончины Абу-Бакр обратился к ближайшим сподвижникам пророка Мухаммада с предложением выбрать себе нового руководителя. Но те так и не выдвинули кандидатуры и предложили Абу-Бакру
самому назначить преемника. Тогда, попросив немного времени на раздумье, халиф призвал Абдурахмана ибн Ауфа, Усмана ибн Аффана, Саида ибн Зайда, Али ибн Абу Талиба и других уважаемых людей и предложил обсудить кандидатуру Умара ибн аль-Хаттаба. Подавляющее большинство поддержало это предложение, и власть в халифате по праву перешла в руки второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Халиф, про которого впоследствии будет сказано: «Дверь фитны закрылась, когда Умар принял ислам, и дверь фитны сломалась, когда он умер».